Даже 10 минут, проведенные у моря, очень успокаивают. Шум волн ласкает слух, и словно выпадаешь из реальности. Закидывая камешки в прозрачную воду, невольно задумываешься, как уникален круговорот воды в природе. И хорошо бы, если бы в воду мы, люди, закидывали лишь камешки с берега. Черное море омывает берега 8 стран, и очевидно, что у каждой свое отношение к экологии. В Абхазии и в ряде прибрежных городов канализационные стоки уходят в открытое море. Выброс производится обычно в 200-250 метрах от берега на глубине около 30 метров. В столице вопрос переработки стоков решили еще в 2016 году, когда в Ишере запустили комплекс очистных сооружений, куда стекаются все канализационные отходы столицы. Таким образом, в море попадает уже очищенная вода. Но в купальный сезон медики предупреждают, что важно избегать глотания морской воды. Ведь с повышением температуры воды болезнетворные бактерии, чаще всего кишечная палочка, размножается быстрее, что в разы повышает показатели заболеваемости. Одна из задач санитарно-эпидемиологической службы – следить за гигиеническими характеристиками. Официально купальный сезон в этом году открывается 15 июня. В связи с этим в лабораторию уже привезли первые пробы, которые проверят на наличие бактерий и вирусов и их уровень. Вода отбирается с 15 мая по 15 октября в тех районах, которые наиболее используются населением как места рекреации, то есть места отдыха. Обычно исследуется на бактериальную, санитарно-показательную флору. Это микробы, которые, в принципе, сами не приносят какого-то вреда, но по их концентрации можно судить о том, что могут рядом с ними находиться и болезнетворные микробы. С этого года вводим исследование морской воды на вирусы. Нам государство закупило тест-системы, и мы методом ПЦР будем смотреть вирусные и будем смотреть на болезнетворные микробы. Анализ морской воды занимает около 5 дней. Для этого используют 2 лаборатории. Одна из них та, в которой исследовали кровь на вирусы. Учитывается, естественно, погодные условия для морской воды. Желательно, если прошли дожди, вода должна очиститься, волнение должно успокоиться морское, потому что вода отбирается очень рано. У нас сотрудники отбирают где-то с 5-6 утра. Вода должна быть спокойной и набирается по поверхности, потому что помимо загрязнения морской воды мы проверяем еще на холеру, на холерный вибрион. Холерный вибрион тоже проверяется, делается отдельный у него посев, его проверяют каждые 6 часов в течение 2-3 дней. В принципе, и показатель загрязнения также в течение 2-3 дней проверяется, только у них специфика посева разная. Подобный анализ позволит держать руку на пульсе и быть уверенным, что не упущено крайне важное, а это сейчас необходимо. Общество обеспокоено происходящим в мире, в особенности аварии на Каховской ГЭС. Гидростанция с объемом воды более 18 километров в квадрате затопила территорию в сотни километров. В некоторых СМИ, ссылаясь на командование ВСУ, сообщают, что мост через Днепр на дамбе Каховской ГЭС был выведен из строя в результате ракетно-артиллерийских ударов украинской армии и не может быть использован для перемещения военной техники противника. Во всяком случае, военная задача выполнена, но появилась новая и более сложная – ликвидация экологической и техногенной катастрофы, самой крупной за современную историю. Одно дело, что погибли люди, затоплены низменные участки. Второе дело, что сейчас проблема заключается в том, что верхний слой почвы смывается огромным количеством воды, соответственно, очень много биогенных элементов поступает в акваторию Черного моря. И к чему это приведет? К увеличению роста водорослей, которые в дальнейшем из-за большого их роста солнечная радиация будет поступать практически очень мало, даже, я скажу, будут экранировать, соответственно, все водные организмы, они будут испытывать дефицит в кислороде. Это приведет к серьезнейшей проблеме флоры и фауны Черного моря, касаемой вот акватории, это особенно район Одессы. Плюс еще смываются могильники животных, которые болели сибирской язвой. Плюс еще кладбища вымываются огромным количеством водных масс. Увеличение
температуры воды на 24-25 градусов ускорит этот процесс размножения бактерий и инфекций, связанные вот с могильниками и кладбищами. Прибрежная полоса Черного моря и Одессы. Но до Румынии есть предположение сегодня океанологов, что, возможно, и дойдет, это исходя из циркуляции вод Черного моря. Но как катастрофа в Херсонской области может коснуться Абхазии? Есть ли риск, что загрязненные воды по реке Днепр попадут в Черное море и течение, кишащие болезнетворными микроорганизмами, принесет к берегам Абхазии? До нас они не дойдут за счет крупных рек, которые перехватят эти воды. Поэтому до нас они не должны дойти. Днепр, да, сегодня очень сильно загрязнена, во-первых, и большим количеством ила, который содержит огромное количество грязи. И плюс еще вот вышеперечисленные опасные объекты, которые вымываются. Такой ответ успокаивает, и хочется верить, что опасная для здоровья вода и в самом деле не дойдет до абхазского побережья. Сотрудники СЭС пробу морской воды будут брать еженедельно. Сайта у санэпидстанции нет, потому о результатах исследования общедоступным путем не узнать. Хотя разобраться в этих данных неосведомленному человеку будет крайне сложно. Поэтому главный санитарный врач говорит, что в случае обнаружения угрозы для здоровья населению сообщат в обязательном порядке. Значит, если, не дай бог, у нас будет обнаружено в воде любого водоисточника болезнетворный микроб, то это замалчиваться не будет. Это не в наших интересах. Экологи говорят, что вода способна быстро очищаться. Вода очищается через 7 камней пройдя, гласит и абхазская пословица. Однако каждый должен понимать, что выбрасывая мусор подальше от дома, в заросли или сооружая сточные трубы с выходом к реке, он делает плохо себе и своим детям. Нужно понимать, что источники воды важны для полноценной жизни человека. Асида Мали, Константин Парулу, Абхазское телевидение.